О стартовавшем по республике отопительном сезоне мы поговорим с гостем нашей программы, первым заместителем министра ЖКХ и энергетики Якутии Гаврилом Левиным. Гаврил Прокопьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о сезоне, который начался по республике, отопительный сезон. Какие котельные у нас реконструированы, какие объекты новые теплоснабжения введены по Якутии? В общем, как началась работа? Да, у нас отопительный период начался. Значит, на сегодня 99,1% теплоисточники запущены. У нас сегодня в Ленском районе, Алекинском районе и по городу Якутска продолжаются запуски котельных, оставшиеся. И, соответственно, 99% у нас жилфонда запущено. Ну, есть некоторые отставания в этом плане. Это связано с тем, что некоторое количество жилфонда пока еще не готовы принять тепло, в том плане, что там на сегодня проводятся ремонтные работы. Во-вторых, есть объекты, которые своевременно не оформлены, то есть из нежилого в жилое помещение. Вот, поэтому буквально на следующей неделе эти вопросы будут решены, соответственно, тепло будет подано. Ну и есть объекты, которые на сегодня подводящих тепловых трассах продолжаются ремонтные работы. Это в частности в Алданском районе. У нас 7 домов еще не запущено. Ну, на следующей неделе, то есть вот в эти выходные должны завершиться, ну и будут подано тепло. И еще у нас в Верхнеколымском, Жиганском районе один дом еще не запущено. И есть соцобъекты, которые тоже связаны продолжением ремонтных работ. В частности, это в Горном районе, детский садик Крепыш, там 20-го должны закончить, ну, соответственно, тепло подадут. Вот подводя черту под вопросом подачи тепла в дома, какой крайний срок обозначен, чтобы до каждого дома республики тепло было подано? Ну, по графику должны были мы 16-го 100% закрыть. Да. Ну, как полагаю, как всегда у нас происходят некоторые накладки, соответственно, передвинется где-то 21-го, на следующей неделе, в начале следующей недели практически 100% будет обеспечено тепло. Замечательно. Гаврил Прокопьевич, тенденция такая наблюдается в последние года два точно, что у нас по отопительному сезону, особенно зимой и вплоть до весны, до конца отопительного сезона, минимизировано количество ЧП и аварий на местах. Ну, в общем, работа так налажена хорошо у нас за последние годы, или объекты у нас стали лучше работать, или просто так складывается хорошо ситуация? Ну, действительно, с каждым годом у нас снижается доля технологических нарушений. Это связано с тем, что ежегодно вводятся новые, модернизируются котельные. В частности, в этом году у нас планируется ввести строительство и модернизации 54 объектах. Соответственно, на сегодняшний день уже более десятка объектов уже введены в эксплуатацию. Соответственно, износ основных фондов потихоньку снижается. Вот поэтому и статистика технологических нарушений показывает, что у нас понемногу, но устойчиво идет тенденция снижения технологических нарушений. Спасибо вам, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Удачи в работе. Всего доброго.